Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. К чему приведет вас ваша трансформация? Чем она закончится для вас? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о всем том, что происходит в ней, о трудностях, проблемах, но, конечно же, о надеждах и мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. К чему приведет меня моя трансформация? Чем все закончится? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, к чему вас ведут. Закончится ли ваша трансформация? Когда? Каким результатом? К чему вы придете благодаря этой трансформации? Так, у вас много событий необычных идет. Начну я с того, что буду читать рисунок снизу вверх, потому что самые основные события у вас внизу. Во-первых, здесь вышел крест. Он достаточно символичный и говорит о том, что вы человек очень жертвенный. Вы вошли в эту трансформацию, как будто бы вы жертва. Жертва, которая сама себя ложит на алтарь чужих интересов, чужих дел, чужой ответственности даже. То есть вы собой жертвовали достаточно много, часто, бесконтрольно, и вам казалось, что это и есть ваше предназначение, и что в этом ничего плохого нет, что ваша миссия помогать тем, кого вы любите. И не важно, что многие могли бы вас, например, просто использовать в своих каких-то корыстных интересах, либо стараться навязать вам даже свою волю. Вот по этому кресту, вот это крест греческий, на котором распят человек. Жертва, которую принесли высшим силам. Жертва, которая сама без всякого упрека и укора идет на этот крест. Вы из этого выходите. Вы выходите из этого состояния. Вам больше не захочется жертвовать собой. Вам больше не захочется быть, каждому делу заслонкой. Вам захочется жить полной жизнью, своей жизнью. Не проживать чужие жизни, либо по чужому лекалу, а жить именно своей жизнью, в свое огромное удовольствие. У вас в руках к этому идет фонарик, который будет освещать вам путь. И, конечно же, листочек, которым вы прикроете свою наготу. Под наготой я имею в виду именно ваше это открытое сердце, которое, извините, все могли и попинать, и поиграть, просто вы его закроете, спрячете от других людей. Но, опять же таки, вы спрячете от всех, но те, кто ваши, кого вы любите, конечно же, вы будете показывать это свое прекрасное сердце. Это уникальный орган, Ваше сердце очень необычное. Я бы сказала, что это сердце королей. У вас явно есть какие-то необычные крови намешаны, в вашей родословной, извините за слово, но так оно идет. То есть у вас необычная кровь и необычная генетика. А вы об этом либо знаете, либо обязательно в будущем узнаете. Вот, мои дорогие, избавляйтесь вы от состояния жертвы. И смотрите, трансформация ваша. Это главный момент — избавиться от роли жертвы. Второй момент — побороть именно себя. Себя побороть в плане обидчивости. Вы очень обидчивый человек, как ни крути, такой грешок за вами водится. Это может быть и чрезмерная, скажем, такая, как это правильно выразиться, вы слишком щепетильный человек, и вы старайтесь со всем сердцем, с душой относиться к другим. Когда вы видите, извините меня, не сердце, а попу, человек поворачивается к вам попой, вы, конечно же, обижаетесь. Вы принимаете это на свой счет. Вы думаете, что человек ко мне повернулся пятой точкой, потому что я какая-то не такая, и я что-то не так сделала. А на самом деле вся ситуация заключается в том, что, например, у человека просто дурное настроение, и он просто в этот момент зол, я не знаю, на весь мир.
Так тоже бывает, понимаете? И вы научитесь бороться с этой своей чрезмерной обидчивостью во всех смыслах слова. Вы станете человеком сильным. И если кто-то к вам повернулся не той стороной, да, вы запросто можете подойти к этому человеку и спросить, в чем дело? Камон, что случилось? Почему ты ко мне поворачиваешься попой? Да? Я к тебе лицом, да, сердцем, а ты ко мне попой. И человек вам скажет, ну извини, вот такой вот у меня сегодня день. Да, либо если есть претензии реальные, вам их озвучат. И знаете, вы выйдете из состояния обидчивого человека в состояние человека, который способен получить ответ на любой вопрос и за себя постоять и побороться. Понимаете, это прекрасно. Этому вас учат. Следующий момент поучительный, который вы выносите из трансформации, это желание быть на высоте. Знаете, это не тщеславие и это не меркантильность. Это то, что двигает нашу жизнь. Это то, что заставляет нас стремиться. И это не зависть. Смотрите, вы человек очень способный, вы человек очень адекватный, да, будем говорить прямо, очень адекватный, очень умный, способный. Но у вас как бы напрочь отсутствует желание быть лидером, либо желание занимать высокую позицию. Оно, конечно, у вас есть врожденное, но оно настолько забитое, оно настолько вот слабенькое. Возможно, это воспитание, возможно, вас учили, что гордыня, там, лидерские качества, это все там не про вас и не ваше. Особенно если вы девушка, что ваше место это, я не знаю, там у печки, детки, борщи, муж, да, возможно, это все было. И вам это не позволяет. Просто такие вот эти клише, эти шаблоны не позволяли вам занять ту позицию, которая ваша вот по призванию, по вашей судьбе. Вы человек особенный, вы человек, знаете, ну я бы даже сказала, мессия своего рода, да, вы человек, который умеет своей добротой покорить многие сердца, умеет дать хороший дельный совет, умеет настолько хорошо с человеком, ну, там, поговорить, обсудить что-то, да, что ну, человеку дать надежду попросту, да, вылечить душу человека, помочь справиться с негативными какими-то ситуациями, мыслями. То есть вы очень чувственный человек, вы человек открытый, вы через себя пропускаете боль других. И знаете, это очень хорошее качество для лидера, для человека, который может вести за собой людей, народы даже. Вот. Вы в себе это просто так зажимали, прижимали, ужимали, не знаю, там затягивали. Вот. Благодаря трансформации это все выходит. В вашей жизни произойдет ситуация, когда вам придется взять на себя ответственность. Просто таки, да. Ну вот как-то, знаете, вот все потеряются, все разбегутся, как вот крысы с тонущего корабля, а вы прям стукнете кулаком по столу и скажете, что все, теперь я ответственная, либо ответственная за эту ситуацию, и я беру все на себя. И, ну, как бы, знаете, почувствуйте себя на своем месте, почувствуйте себя в своей тарелке. И с этого пойдет ваш путь вверх, вверх, вверх. Вам вообще предназначен такой путь достаточно человека, во-первых, умеющего просветить других, во-вторых, несущего знания, навыки, способности. То есть вы вот вы поводырь, да, вы идете, вы освещаете путь, вы ведете за собой толпу. Это может быть и на работе, и в семье, и в вашем окружении в каком-то. Может, вы какой-то кружок организуете, да, может, вы будете давать какие-то лекции, да, коучем станете, либо вы получите позицию менеджера, там, где вы работаете, то есть управленец, да, это то, что ваше, это то, что вам по судьбе. Вы станете лидером своего клана, своей семьи, своих там близких, друзей, да, то есть все на вас будут смотреть как на человека, наделенного определенным, скажем так, властью, да, наделенного властью, человека статусного при положении. Вот это ваше будущее, к этому вы идете. Эта трансформация вас к этому подведет. Достаточно, может быть, жестко подведет. Вы, я вижу, натерпелись. Вы в прошлом очень много натерпелись. И прямо и неудач, и невзгод, и неграмотных руководителей, которые больше думали о своем, о своей шкуре. А вы как бы все это замечали, да, но ну а что вы сделаете? Вы же маленький человек, да, вот так вы привыкли думать, так вы и думали. Так, следующее. Здесь у вас благодаря трансформации, я вижу, но будет какое-то прощение, и вы сможете отпустить человека, либо несколько людей, на которых вы очень обижены. Очень эти люди вас обидели, поранили, ну, как бы кровоточит еще ваше сердце. Видите, вот вы стоите, и вы этих двух людей держите. Они чем-то похожи. Это могут быть, кстати, однотипные люди, либо, например, там, ну,
мужчина, ну, если смотрит женщина, да, это может быть мужчина, его, например, там мама, либо любовница, которой он ушел. Есть, ну, несколько человек, которые очень сильно на вас повлияли. Может быть, это два разных мужчины, которые были в вашей жизни. Я вижу, что очень много ранений нанесли вам эти люди. И эти ранения, они, несмотря на расстояние, несмотря на время, они все равно болят и дают о себе знать. Эти ранения не пускают вас в новую жизнь и к новому счастью. Вы это понимаете, но с собой ничего поделать не можете. Знаете, так сильно закрутится ваша трансформация. Вот то, что сейчас вы проживаете, это еще цветочки. Ягодки у вас впереди. У вас будет достаточно сумасшедший период. Это небольшой период. Это может быть 7-14 дней. Прям вас, вот знаете, есть такое слово колбасится, да? Вот у вас будет происходить такая трансформация, вас так будет, вот извините, колбасить, да, и вы себя не будете узнавать, у вас настроение может меняться по 10 раз на день, да, у кого-то и больше, и прям такие, знаете, моменты, что хочу того, нет, не хочу, хочу этого, хочу уехать, хочу остаться, хочу там, не знаю, поговорить, хочу помолчать, хочу спать, хочу гулять, то есть у вас прям будет, ну, полная форматирование вас, понимаете, формат вы пройдете. Вот кто сталкивался с гаджетами, да, иногда нужно программы отформатировать, гаджет нужно отформатировать, чтобы он лучше работал. Вот и у вас будет период, когда вы пройдете вот именно это форматирование. Да, будет достаточно, ну, страшно даже, может, кому-то страшно будет, вы будете думать, что, господи, я схожу с ума, что со мной происходит, меня там кто-то испортил, поглазил, наоборот, там, может быть, это все там мои какие-то последние часы. То есть здесь нелегко, честно, вам придется нелегко, но зато это будет быстро, вот прям реально быстро. Вы пройдете то, что другие люди, я не знаю, там проходят годами, вы пройдете буквально там за неделю, да, за 7 дней, за 14 дней. И знаете, после этого у вас будет такой момент, что вы будете долго спать. То есть какой-то необычный период времени вы будете спать. Может быть, если вы спите обычно там 5-6 часов, то вы будете спать, там, не знаю, 10-12 часов. И вы так вот хорошенечко выспитесь, проснетесь и вообще почувствуете, что вы совершенно другой человек. Вас очень мощно прокачают. И вот ваше первое же, там, я не знаю, дни, часы после этой трансформации захочется любить, творить и идти вперед. Захочется именно стабильности. Я вижу, что вам захочется вот прям таки прислушаться к своему роду. Смотрите, какое огромное у вас дерево родовое вышло. Видите, прям такая огромная крона у этого дерева. Много-много веточек. И ваша семья, ваши родственники, они все под этим деревом. Вам захочется продолжать свой род, вам захочется осуществлять программу вашу родовую. Причем каждый почувствует, в чем его программа, что высшие силы и духи хотят вам передать. Знаете, у кого-то это будет очень крепкий, стабильный брак. У кого-то это будет продолжение в плане того, что рождение детей. Кто-то станет лидером своего клана, своей семьи, своего окружения, на работе, да, лидирующая позиция. В любом случае, я вижу, что вы понесете дальше ту программу рода, которая над вами есть. По этому дереву, которое занимает большую часть рисунка, я могу сказать, что род у вас особенный, значимый, знаковый, и вы достойный продолжатель этого рода. То, что происходило с вами до момента трансформации, это, ну, скажем так, последствия вашей родовой программы, когда вам выпала, скажем так, такая участь, она же и честь, конечно же, очень сложная, необычная, когда вы прорабатывали все узкие места вашей родовой системы. То есть попросту, да, расплачивали за какие-то грехи и промахи ваших предков. Да, так бывает, и у меня уже было такое подобное гадание, где вот прям-таки очень четко на это было указано. В этом гадании просто весь рисунок об этом и кричит. Вы работаете не над собой больше, да, а над родовыми программами. Возможно, в вашей семье все женщины, вот если вы женщина смотрите, были склонны к такой жертвенности, к такой, вот знаете, ну, забиванию себя, да, в угол, да, и ну, в такой беспомощной позиции. И вот вам выпала честь перерубить все эти канаты и наконец-таки показать, что женщины вашего рода очень сильные и очень мощные. Мои дорогие, конечно, сложная ситуация, но она вся пройдет. У вас впереди прекрасное будущее и прекрасное предназначение. На этом все. Гадание мое закончено. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.